Там на Ахмбаева сняли, а с одной стороны Албека, все зеленые, с другой стороны самый все зеленые. И вот это съезди или в Фейсбуке возьми, это показатель. Помните, как Албека поливали? Ребята наши сняли. Там на одной улице, с одной стороны его деревца, с другой стороны другие. Но это надо показать. Да. Пока их завтра не пересадили. С детского сада пришли? Жалда. Все Каждое построились. время селфи, Ира. Все построились. Молодцы. Ребята круто помогают, да? Алмаз Шершенович, скажите, вот сегодня к вам присоединился Айбек Азаранкулов, да, как вы прокомментируете? А вы его где потеряли? Я вроде вам вставил. Он там стоит. Вы сейчас осваиваете Так? теперь. Как вы прокомментируете его приход? То есть, Ну, я очень обрадован, потому что если советник президента Джейнбекова понимает, что правда здесь, причем это человек, который в свое время, наоборот, при мне остался без работы и так далее. Ну, я же говорю, я слишком доверял совсем не тем людям. И то, что такой человек, как бы переступив свои обиды, приходит и говорит, что правда все-таки с нами, на нашей стороне, что Белый дом идет не в ту сторону. Мне кажется, это такой очень хороший сигнал для всего народа Кыргызстана. Ну, наверное, лучше у него спросить все-таки. Алмаз Шершенович, вас весь народ поддерживает, вас любят. И вот это я письмо написал вам и надеюсь, они вам поддержат. Хочу пожелать вам здоровья, духа. Знаете, что от таксистов простых до наших всех мигрантов поддерживают вас. И если хоть чуть-чуть, ну, мы просто за вас всех, короче. Спасибо. Мы весь народ, знаете, что сколько всего вы сделали для нас. Для обычного вот даже сколько же, сотни тысяч мигрантов наших, сотни тысяч наших мигрантов наших. Прямой эфир. Вот там. Да, сотни тысяч граждан наших, мигрантов, которые за рубежом, благодаря Алмазбеку Шершеновичу, да, обрели вновь возможность, вывел из черного списка в ФМС. И благодаря этому человеку они еще трудятся. Сколько дорог сделано, сколько школ построено за 6 лет президентства Алмазбека Шершеновича. И общаясь с простыми людьми, с таксистами, все вот поддерживают, да. Просто с их стороны вот этих шакалов просто душа кричит и просто хочет, не знаю, хочется просто расстрелять и как в сталинский период, честно. Они будут просто отвечать по закону. Мирным путем, но то, что они сейчас делают, это очень подло, грязно и просто трусливо. Сорумат Джейнбеков просто не знаю, Вы в такси работаете, да? Нет, я в такси не работаю, Я таксистов. да, я катаюсь, езжу в такси, с мигрантами общаюсь. Благодаря этому человеку сейчас в России очень свободно трудятся наши граждане. Сколько таксистов. Сейчас раньше, вот, например, в Москве очень много таджиков, узбеков таксовали. Сейчас 60% в Москве сейчас наши. Благодаря чему? Благодаря тому, что таможенный союз вошли. Наши привилегии, то есть больше там. И сколько инвестиций сделано, да, в нашу экономику. Благодаря Алмазбеку Шершеновичу. Вот. Просто говорить очень много, да, вот, возможно, ну. Молодец. А ты говоришь, молодец. Спасибо вам большое. Я считаю, что нельзя из-за мести перечеркивать все, что сделал человек. Я хочу про таксистов сказать, ребят. Буквально вот я в такси вчера еду, рядом на светофоре другое какое-то такси остановилось. И открытое окошко, у таксиста не было, кондиционер не работал. И я открыла окно. И он меня увидел на трассе, на светофоре. И говорит: здравствуйте, я вас узнал, мы за вас. И это была поддержка, которая говорит о том, что мы идем правильным путем. Мы идем правильным путем, потому что действительно невозможно, как вы правильно отметили, перечеркнуть все то хорошее, доброе, важное для страны, что сделал Алмазбек Шершенович. Но из-за какой-то группы мстителей, мщения какого-то такого мелкого, да? Но самое страшное, что законодательный орган страны пошел на поводу у этой группы, я не знаю, как я не могу сказать, все-таки они определены законом. Это люди, у которых власть, и невозможно свои рычаги власти использовать против одного человека, чтобы только там наказать, показать свою силу. Самое страшное, что государственная машина показала свое самое отвратительное лицо, что она может ломать, против правды идет.
Ну, а для меня, как для депутата, конечно, ну, это позорное предательство законов со стороны моих коллег, депутатов. Уже никто после этого им не поверит. Никто верит этому созыву, никто не будет. Алмазбек Шашенович, 3 июльда өтіп тұрған митинг бойынша айтып берсеңіз, қандай талаптармен шығасыздар? Сіз өзіңіз қатысасыз ба? Елдік штаб айтып береді оқшайды талаптарын. Резолюция қабылдады ғой. Сіз қатысасыз ба деп сұрашады. Сөзсіз та, мен қантып қатыспаймын. Менен сөзсіз барамын да. Мен қатыспасам болбой. То есть вы тоже готовы выйти на митинг, да? Обязательно. Как это? Без меня. И потом, вы знаете, мне сказали, что вот ходят слухи, что все это делается для того, чтобы Атамбаев вернулся к власти. Я хотел бы сказать, что Атамбаев делает все для того, чтобы ушла старая элита. Жалко я, что думал, должна быть преемственность. Должна уйти старая элита, про которую объявил Ходжабек Рыспаев, и должны прийти новые лидеры страны. Я в этом вижу свою задачу. Я не верю себя ни в одной ветви власти. И я думаю, что и тех, кто какие-то, если кому-то есть вопросы и сомнения, они тоже не должны быть где-либо в должностях в будущем. Должны прийти новые лица. Должна прийти новая элита или те, кто работал очень чисто, как Турет Сапар Исаков. А остальным нам надо уйти в сторону. Надо всю старую элиту, я как обещал ее забрать. Я не успел ее до конца забрать, надо ее забрать. Надо, чтобы новые люди пришли в страну, новые люди поднимали страну, потому что жалко страну, куда она дальше пойдет. Страна может оказаться без будущего. И поэтому речь идет не о личной безопасности, речь идет о безопасности всей страны, о будущем всей страны. Да, все правильно. И я думаю, если кто-то неравнодушен к будущему страны, конечно, надо в среду прийти на этот митинг, мирный митинг, и услышать мнение других людей. И, конечно же, вот меня очень радует, что уже вот сейчас вы сами видели, даже советник президента Джеймбекова понимает, что страна пошла не в том направлении. Они рулят не туда. Они хотят всю страну сделать комком для определенного мафиозного клана. Но я считаю, что я в одном виноват, и за что меня можно судить, это за то, что я помог прийти к власти Сооронбаю Джеймбекову. Клан Джеймбековых, Матраимов. Вот если за это меня будут судить, я готов. А все остальное ерунда, это все клевета и неправда. Алмаз Шашенович, вот смотрите, здесь очень много ваших сторонников, да, собралось. И если вдруг, к примеру, будет захват, да, как об этом многие говорят или не говорят, вы не боитесь за их безопасность? Вы видите, сторонники именно здесь, а захват будет происходить совсем в другой стороне этого. Поэтому это место обезопасено, оно отсечено от того места, где находится Атамбаев. Даже не переживайте. Я всегда думаю в первую очередь про людей, про простых людей. Я Кудайга шүгүр, мен уже буйрса күзүндө 63-кө чыгам. Бирөөнүн каны төгүлсө, бирөөнүн жаны кетсе, меники кетсе, мен Кудайга разымын. Бирок Кудай буйрса, могу эски элитаны ала кетишим керек, тачка. Рахмат барыңыздар. Который пополнил.